Вопрос ликвидации очереди в интернаты психоневрологического типа, приведения учреждений социального обслуживания в надлежащее состояние и о развитии социально ориентированного бизнеса говорили на неделе на совещании при главе республики. Всего за минувший год делегация правительства посетила 22 соцобъекта в ряде районов Якутии. Отмечу, что по данным Минтруда России, самая слабая материально-техническая база стационарных учреждений в стране, в том числе деревянных, сосредоточена в Республике Крым и в Якутии. Наш корреспондент Розалия Борисова о том, какую обозначили и наметили работу по улучшению ситуации в этой сфере, на что конкретно обратил внимание глава, и о некоторых итогах визита Егора Борисова в районы республики с начала этого года. Больше 20 социальных объектов Якутии посетил в прошлом году Илдархан в ходе рабочих поездок по республике. Летом прошлого года Егор Борисов встретился с работниками, постояльцами дома-интернат для престарелых в Горном районе. По содержанию это самый дорогой дом-интернат в Якутии. Пребывание каждого человека здесь обходится примерно в 3000 рублей. Обстановка соответствующая, постояльцы обеспечены всем необходимым. Однако условия проживания остальных соцобъектов на сегодняшний день оставляют желать лучшего. В настоящее время в Якутии работает 22 стационарных учреждения социального обслуживания. В прошлом году 5 объектов были введены в эксплуатацию, но все еще остается нерешенным вопрос единственного в республике дома-интернат для умственно отсталых детей в Алданском районе. Мы только построили где-то 5 зданий. Предстоит очень большая работа, чувствуется, есть определенная угроза для этих людей, которые живут. В частности, мне очень беспокоит Алданский, Тамунский дом-интернат для умственно отсталых детей. Там очень огромная толпа, при этом очень, скажем, сложная ситуация. В частности, по противопожарной безопасности, вообще по условиям жизни, как говорится. По республике на сегодняшний день в своей очереди на получение стационарных услуг ожидают более 300 человек. Острым также остается вопрос нехватки квалифицированных кадров. На сегодняшний день в соцобъектах не хватает персонала по уходу за лежачими больными. Численность находящихся на постоянном постельном режиме фактически составляет 358 человек. Это 46% от норматива. В целях совершенствования медико-социальной помощи, содержащейся в отделениях милосердия престарелым гражданам-инвалидам, находящимся на постоянном постельном режиме и передвигающимся в пределах палаты с посторонней помощью, необходимо также определенные нормативы по увеличению штатной численности. Всего к 2018 году должна быть ликвидирована очередь в стационарные учреждения. К 2017 очередь на получение надомных социальных услуг. В ходе рабочих поездок глава по традиции встречается и с населением. Уже с начала года Егор Борисов обсудил главные проблемы с жителями 4 районов. В Намцах главным стал вопрос о гектаре. Большинство земельных участков на сегодняшний день до конца не оформлены. И как итог, большие площади в кадастровой карте не отражены и считаются свободными. Очень много земли не оформлено, вот, например, пастбища, сенокосные угодья, вот эти испокон, ну, как-то вот и по дачной амнистии выдавались земли, и ранее вот были, в соответствии с распоряжениями поселений, были выданы земли, но до конца они государственную регистрацию не прошли. Вот в этом направлении надо работать. Большим вопросом является вот то, что 78% земель в нашем Улусе являются землями лесного фонда. И ранее по федеральному закону они не могли быть ничьей собственностью. Так что они не оформлены, и их в настоящее время тоже пока не можем оформить. В поселке Нахара Амгинского района население поставило вопрос о строительстве нового детского сада. Единственное дошкольное учреждение работает в здании, которому почти полвека. В аварийном детском саду вынуждены заниматься больше 50 детей. На сегодняшний день наш детский сад «Доранчик» посещает 56 детей. Всего по наследию от 0 до 7 лет 85 детей. Здание детского сада 1972 года строения.
Последние годы 2 раза провели капитальный ремонт, но положительного результата не получили. Вместе с тем встал вопрос и строительства новой котельной. Теплом население обеспечивает 2 объекта, один из них аварийный. По итогам встречи стало известно, что новая котельная будет введена в эксплуатацию уже в этом году. Помимо Намского и Амгинского улусов, глава посетил Чурапчинский и Мегино-Кангаласский районы. По итогам встречи в каждом населенном пункте принимаются соответствующие постановления и начинается плановая работа по устранению тех или иных проблем. Розалия Борисова, Иван Семенов, Лия Станиславская, Михаил Устинов. Якутия. День за днем.